Еще не начавшаяся 88-я церемония премии «Оскар» уже обросла слухами. А тем временем Леонардо Ди Каприо выбирает, кого ему сыграть – Распутина или Владимира Путина. Какие кинопремьеры нас ждут в первые дни весны и что якутяне больше смотрели в прошедший уикенд, смотрите в нашем выпуске «Муви-версия Лайт». Поехали! Информационный портал ESEA предлагает угадать, кто же в этом году станет главным фаворитом Американской киноакадемии. Чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо зайти на сайт ESEA, открыть вкладку «Конкурсы», выбрать «Оскар» вместе с ESEA. А дальше уже указать, кто же, по вашему мнению, в этом году станет фаворитом киноакадемии. Первая пятерка, оказавшаяся ближе всех к истине, получит специальный приз от информационного портала ESEA и кинотеатра «Лена». Имена победителей вы можете узнать на сайте ESEA 29 февраля, а награждение состоится 1 марта. Удачи! Я вас категорически приветствую, дорогие любители кинотеатров и не только. На повестке дня у нас сегодня премьеры первой половины марта. Первый месяц весны имеет в своем арсенале пару высокобюджетных «Годзилл». Открывает март «Братья Коэны». Святой Отец, я согрешил. Давно не исповедовались, сын мой? 27 часов. Воистину малый срок. Фильм расскажет об Эдди Мэниксе, фиксере, который решает личные вопросы и проблемы голливудских звезд и защищает их от назойливых журналистов. Играет его Джош Бролин, снимающийся у Коэнов в 3-й раз. По сюжету картины он должен найти пропавшего со съемочной площадки актера, которого вроде как похитили, но сделать это нужно раньше прессы. Керосина в огонь добавляет то, что персонаж этот еще и мэр города. Кто-нибудь объяснит, что здесь творится? 20 миллионов читателей жаждут правды. Конечно, да. Угу. Эдди? Собрав восхитительный актерский состав, в числе которых Джордж Клуни, Скарлетт Йоханссон, Ченнинг Татум, Тильда Суинтон и Рэй Файнс, режиссеры смогли показать обратную сторону Голливуда со своей точки зрения. Нас ждет абсурдный и специфический юмор, высмеивающий жизнь знаменитостей не только того, но и нынешнего времени. Прозвучит странно, но вам звонят из будущего. Господи, здравствует Цезарь. Новая работа Коэнов вышла в США в феврале и собрала 23 миллиона при бюджете в 22. Однако провалом назвать это не получается, потому что 81% положительных рецензий на Rotten Tomatoes говорит об обратном. И поэтому на фильм сходить можно и в некоторых случаях даже нужно, не жалея о потраченных деньгах. Еще один Коэн, но уже Саша Барон, порадует зрителя своим присутствием на экране 10 марта в комедийном боевике от Луи Летерье «Братья из Гримсби». Цель движется. Преследую. Режиссер Луи Летерье известен тем, что снимает один успешный боевик за другим. Его последние работы — 2 части «Перевозчиков», «Иллюзия обмана» и «Битва титанов». В комедии он сторонился, но на этот раз все по-другому. Изначально это был просто экшен, без изюминки. С появлением Саши все изменилось, фильм стал цельным. Снятый по сценарию Саши Барона Коэна, который еще и сыграет брата главного героя, фильм расскажет о тяжелых буднях агента британских спецслужб, которого заносит в Гримсби. Ты еще кто такой? Твой брат. Я искал тебя 28 лет и наконец нашел. О, Господи. Встретив давно пропавшего брата и провалив задание, герой вынужден залечь на дно, где он знакомится с местными аборигенами и культурой, попутно обучая найденного родственника тонкостям работы шпиона. Для начала ты должен научиться обращаться с оружием. Офигеть! Надо такой детям купить. История пестрит троллингом разного калибра, задевая чувства основного слоя населения Англии и не только. Полита она соусом из экшена от Луи Летерье и представляет собой гремучую смесь, которая не даст зрителю заскучать. Главного героя играет звезда боевиков Марк Стронг. Противостоять ему будет Пенелопа Круз в образе атаманши некой злой организации. Мировая премьера состоялась 24 февраля. В России же фильм стартует 10 марта. Братья из Гримсби. Большое, эпическое и подростковое. Такими словами можно охарактеризовать выходящую на экраны 10 марта 3-ю часть франшизы «Дивергент» «За стеной». Вы думаете, что стена разделяет нас? Исходя из названия, логично предположить, что действие будет перенесено из полуразрушенного Чикаго в пустоши, что несет в себе глобальный спойлер для тех, кто не видел первые 2 части. Главные герои отправятся в опасное путешествие искать тайну своего происхождения. Правда же окажется для них шокирующей, ведь за стеной идет битва куда более масштабная, чем в Чикаго, и на кону теперь судьба всего человечества.
кино с 10 марта. В завершении сегодняшнего выпуска призер Каннской пальмовой ветви и номинант на премию «Оскар» мелодрама «Кэрол». Фильм расскажет об однополых отношениях молодой главной героини, которую играет девушка с татуировкой дракона Руни Мара, со зрелой женщиной в исполнении Кейт Бланшетт. Картина перенесет зрителя в Нью-Йорк 50-х, в разгар холодной войны. Порицанию тогда подвергалось все, что выходило за грани нормы, которую сформировало общество консерваторов. Героям предстоит выстрадать свою любовь и пронести ее сквозь ксенофобию и непонимание. Режиссер Тодд Хейнс известен аудитории тем, что является настоящим стилистом и способен передать неподдельные чувства с экрана. Получив множество наград и положительных отзывов, фильм требует, чтобы на него сходили хотя бы из любопытства. Картину можно увидеть в кинотеатре «Лена» в оригинальной озвучке с субтитрами 10 марта. В кинотеатрах начался показ номинированного на «Оскар» «Трамбо». Фильм, как и большинство его конкурентов на премию, снят на основе реальных событий. Где подписать? В центре повествования известный сценарист Далтон Трамбо, автор «Римских каникул», «Храброго» и «Спартака». Из-за своей принадлежности к партии коммунистов герой подвергается гонениям со стороны голливудских коллег и не только. Были уволены. Арест. Мистер Трамбо, являлись ли вы когда-нибудь членом коммунистической партии? Меня обвиняют в преступлении? Подсудимый признает свою вину в оскорблении Конгресса. Черный список. Ни одна киностудия не станет иметь дело с коммунистом. Первый байопик от автора знакомства с факерами Джей Роуча оказался интересным и вдохновляющим. Фильм смотрится на одном дыхании, сюжет развивается плавно, но динамично. «Трамбо» — это история о противостоянии одного человека огромному обществу, где несколько людей диктуют общее мнение. Как не сломаться при таких обстоятельствах и остаться верным себе? Ответ на этот вопрос знает автор, который в легком ключе описывает не самые приятные эпизоды из биографии Далтона Трамбо. Мы будем делать то, чего от нас никто не ожидает. Работать. То, что режиссер работает в комедийном жанре, угадывается не сразу. Лишь спустя какое-то время ты начинаешь замечать то там, то тут промелькнувшую шутку. Но «Трамбо» — это не комедия. Все тяжбы ты проходишь вместе с героем, но неприятного гнетущего ощущения не возникает. Ты чувствуешь надежду. В этом большая заслуга Брайана Крэнстона, который очень точно изобразил Далтона Трамбо. Вообще весь актерский состав подобран очень гармонично. Все на своих местах. Порадовал Джон Гудман, который уже в 3-й раз играет владельца киностудии. Полагаю, мы не договоримся. Вообще каждый персонаж в «Трамбо» обладает колоритом и запоминается своим вкладом в историю. Атмосфера 50-х передана правдоподобно, но можно было и лучше. Практически все действия снимались в помещении, возникло ощущение нехватки воздуха, хотелось масштаба. Но это уже придирки. Фильм вдохновляет, а мораль его ясна как день. Гни свою линию, и удача тебе улыбнется. К просмотру рекомендуем. Мы можем их побить. Мы можем победить. Трамбо. Прокатный уикенд предпоследней недели февраля не удивил ничем, кроме вышедшего «У озера Сайсары». Детективная история Марианны Скрыбыкиной собрала 660 тысяч рублей, уступив первое место нынешнему фавориту бокс-офисов Дэдпулу. «Болтливый наемник» собрал в Якутии за прошлые выходные 1 миллион 10 тысяч рублей. На 3-м месте завершивший показ в кинотеатрах «Кунг-фу Панда 3». Похождения по неистовой пятерке собрали в республике 150 тысяч. Следом за ними идет продолжение нашумевшего проекта «Чемпионы». «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее». История о 3 легендарных спортсменах России собрала в прокате 119 тысяч. Завершает список «Образцовый самец 2» и «Гордость и предубеждение» и «Зомби», разделившие 5-е место списка со сборами в 93 тысячи. Церемония наград премии «Оскар» превращается в каламбур. Иначе как назвать тот факт, что все чернокожие труженики Голливуда отказываются приходить на церемонию премии «Оскар». Они бойкотируют церемонию из-за того, что в актерских и режиссерских категориях нет ни одного темнокожего артиста. В Твиттере набирает популярность хэштег «Oscar so white» – «Оскар такой белый». Возмущенная актриса и продюсер Джада Пинкет Смит на своей странице в Facebook призывает чернокожих коллег игнорировать церемонию «Оскар». Однако не все ее поддерживают. Многие коллеги сочли ее выходку местью обиженной жены Американской киноакадемии за то, что та не номинировала ее мужа Уилла Смита за роль в картине «Защитник».
Если они и дальше будут отрицать правду, люди будут и дальше умирать. И хотя к ее революции присоединяются немногие, среди них есть даже не темнокожие. Джордж Клуни, например, или Иэн Маккеллен, ставший особенно знаменитым благодаря роли Гэндальфа в картине «Властелин колец». Бегите, глупцы. Британский актер, ставший одним из первых открытых геев, удостоенных рыцарского звания, присоединился к бойкоту в рамках защиты прав сексуальных меньшинств. Мол, киноакадемия ни разу не вручала Оскар ни одному гомосексуалисту. Произвол. Разразившийся бойкот набрал такие обороты, что киноакадемия вынуждена была решиться на изменение своего состава. Об этом заявил президент американских киноакадемиков Шерил Бун Айзекс, между прочим, чернокожая. В предстоящие дни недели мы проведем оценку системы членства, чтобы привнести столь необходимое разнообразие в наш состав на 2016 и последующие годы. Необходимое разнообразие. Выражение-то какое? Видимо, в будущем в жюри киноакадемии будут не только чернокожие, но и гомосексуалисты. Хотя стоило ли так возмущаться афроамериканцам? За всю историю высшей кинопремии США в категории «Лучший актер и актриса» Оскар были удостоены 15 чернокожих артистов. Да и в конце концов президент Америки Барак Обама далеко не белый. Где же тут неравенство? В отличие от них, бледнолицый Леонардо Ди Каприо, который за всю свою карьеру номинировался 6 раз, но статуэтки так и не удостоился, скромно молчит. В этом году актер снова номинирован на премию «Оскар» за, пожалуй, одну из своих лучших ролей в карьере – охотника Хью Гласса в величественном нео-вестерне «Выживший». Фильм стал лидером по количеству номинаций на премию и претендует сразу на 12 наград. На втором месте «Безумный Макс. Дорога ярости» с 10 категориями. В большинстве ключевых номинаций на призы также претендует «Марсианин» и несколько камерных проектов, как «Комната», «В центре внимания» и «Игра на понижение». Несколько инвесторов увидели то, что не замечали другие. Мировая экономика готова рухнуть. В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» за приз поборется картина «Мы не можем жить без космоса» Константина Брандита. Одним из режиссеров по звуку в этом фильме выступила сотрудница Санкт-Петербургской студии анимации «Мельница» якутянка Туяра Тихонова. Гордимся ею и готовим для Леонардо Ди Каприо якутский «Оскар». Кинолюбители из Якутии поскребли по сусекам, да и нашли в своих потаенных сундуках фамильные драгоценности, чтобы плавить их и превратить в якутский «Оскар». Нужно-то всего лишь 3 килограмма серебра и немножко золота. К слову, это не первая попытка фанатов утешить Ди Каприо. В 2014 году Челябинский театр смастерил для своего кумира чугунного Оскара и отправил в Голливуд. С того самого момента Ди Каприо получил звание почетного актера Челябинского театра и теперь имеет право бесплатно посещать все премьеры и даже сыграть в парочке из них. Да и, судя по последним новостям, Лео скоро совсем обрусеет и станет львом. Американский режиссер Роберт Эггерс планирует постановку 8-серийного фильма об одном из самых загадочных людей 20 века – Григории Распутине. Сериал поведает историю происхождения знаменитого старца. В главной роли авторы сериала хотят видеть Леонардо Ди Каприо. Тот пока отмалчивается. А недавно знаменитый актер заявил желание сыграть Владимира Путина. Оказывается, в США собираются снимать художественный фильм про президента России. Да-да, вы не ослышались. Новый политический триллер с фактами из личной жизни и работы президента России, оказавшегося на вершине мировой политики, поведает нам, как от офицера КГБ человек дошел до поста главы целой страны. Выход фильма запланирован на весну 2017 года. По информации телеканала «Дождь», Ди Каприо уже дал предварительное согласие на роль. Однако авторы фильма не желают видеть Леонардо в роли Путина. Но зато Лео может сыграть Распутина или, на худой конец, принять предложение Челябинского театра. Как говорится, во всех минусах нужно уметь видеть плюсы. С вами была передача «Муви». Встретимся ровно через неделю. Пока!